В этой комнате общей площадью 18 квадратных метров многодетная семья с 3 детьми проживает с 2017 года по договору социального найма. На данный момент семья, имея свою собственную комнату, вынуждена снимать квартиру, так как квадратные метры не позволяют поставить дополнительные кровати детям. Это еще полбеды. Зимой и летом в доме с крыши в дождь и снег вся вода течет в помещение, постоянные потопы. Образовавшаяся плесень из-за сырости несет вред здоровью детям. Сейчас я уже в статусе многодетной мамы, потому что 29 апреля этого года родила близнецов. Мальчикам сейчас 2 месяца. На данный момент мы пока временно переехали, потому что здесь очень сыро. У меня мальчики немножечко как бы кряхтывают. Вот. Я боюсь, что, скорее всего, по зиме у меня произошел такой случай, что у меня текло с потолка, со стен. Я хотела сделать ремонт. Но смысла не увидела, потому что сейчас это все почернело. Сейчас, если я это закрою, это будет плесень образовываться, грибок. Я очень переживаю за здоровье своих детей. Как один из вариантов решения переселения, администрация Луса предложила жильцам участки в поселке Нижний Бестях, но людям нет возможности для постройки домов. Также было предложено нам выдать по участку, чтобы мы построились под дальневосточную ипотеку, но контингент наш жильцов не таков, чтобы построить под ипотеку дом, потому что здесь проживают малообеспеченные, разведенные, инвалиды, многодетные. Получается, денег у людей не хватает. Вот в таких условиях жильцы общежития живут с 2009 года. Администрация поселка предоставила общежитие как временное жилье по договору социального найма. Всего в доме 23 комнаты, где живут многодетные семьи, инвалиды. Администрация Луса обратила внимание на проблему жильцов общежития. На сегодняшний день совместно с районом администрация поселка Нижний Бестях прорабатывает документ участия в программе переселения граждан с ветхого аварийного жилья. С департаментом жилищного строительства, Министерства строительства проведены консультации, и мы этот дом, уже как воочию, как в практике видно, что дом действительно в статусе аварийного. Мы его документально путем оформления технических строительных документаций должны признать и уже полноценно включить его в график переселения. Я думаю, эта работа у нас будет по упорядочиванию документов и по принятию технических документов как аварийное жилое помещение, и будем уже заявляться на участие в программе. В августе месяца этого года будет создана независимая комиссия для признания дома аварийным. Мы, в свою очередь, будем следить за развитием событий и судьбами жильцов общежития. Это единственное жилье, где люди вынуждены жить с верой на то, что все-таки они будут переселены в комфортные условия для проживания. Гульнара Аммосова, Мегина, Кангаласский район.